Да, начну я. Да, Как? Просто так, да? Слышно ли меня? Да. Я все-таки больше галенки. Нормально, да, могу говорить? да, слышно. Собственно, тема этой дискуссии, она возникла не случайно, она возникла не на ровном месте, не как желание выстроить какие-то умозрительные концепции, а как отклик, как рефлексия на происходящее в нашей стране, ну, скажем так, я, наверное, употреблю слово наезды, нападки, всякого рода обращения со стороны как клерикалов, как со стороны представителей определенных политических образований, организаций на театральное искусство, на театры. И, на мой взгляд, подобного рода обращения граждан, причем минуя формат общественной дискуссии, да, для того, чтобы понимать, что такое общественная дискуссия, вот в случае с Старгейзером, например, обращение в Следственный комитет и прокуратуру я считаю, ну, в каком-то смысле нарушением главного закона страны, а именно Конституции, 44 статьи Конституции, где прописано право гражданина Российской Федерации на свободу творчества. В то время как, например, такое мероприятие, как «Молельное стояние» около здания Новосибирского театра оперы и балета, я считаю, в общем-то, вполне правомерным. То есть люди, определенным группам людей, которым что-то не нравится, которых что-то оскорбляет, которых что-то удручает в театральном, в том или ином театральном спектакле, они имеют право на подобного рода высказывания. То есть могут быть высказывания в прессе, могут быть высказывания в каких-то других форматах, электронных СМИ, там, или печатных. Все это, обо всем этом можно и нужно говорить. Я вообще скажу такую крамольную вещь, на самом деле российский театр, он несколько отстал от мирового театра в чем? В так называемой обратной связи. Поскольку на любом западном фестивале или на любом западном показе, ну не на любом, но очень часто, и на Востоке, Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, в таких странах как Китай, Япония, Корея, где развито театральное искусство, там принято обсуждать со зрителями то, что они увидели, и таким образом вырабатывать некий продукт общественного договора, уже согласно которому театры примерно понимают, потому что никто же не хочет потерять зрителя, никто не хочет намеренно вступить на какую-то скользкую дорогу. Но у нас это, как правило, не принято, особенно большие театры, так называемые театры с колоннами, они, конечно, мнением обратной связи пренебрегают зачастую, и мы видим вот такие квази-проявления общественного внимания к театру. Но тем не менее, в связи со многими причинами, в связи с такой стилистикой и риторикой военной, в связи с агрессивным настроем а практически всех государственных СМИ, при полном попустительстве, в общем-то, государственной власти, телеканалы, в первую очередь, ну, и печатные, и электронные СМИ, транслируют какую-то даже не столько волну ненависти, а просто подавляется любая форма инакомыслия, и нас, людей, нас, граждан нашей страны, принуждают к выбору между черным и белым, как будто нет других цветов палитры. И мне кажется, что все-таки самым главным законом является закон, который называется Конституция Российской Федерации, а не, скажем, закон о защите чувств верующих, поскольку все-таки все законы Российской Федерации должны быть соответствовать Конституции. А они, очень многие законы, к сожалению, в последние годы, особенно принимаемые Думой последнего созыва, они просто юридически противоречат Конституции. Они как-то пытаются это смикшировать подзаконными актами, но тем не менее вот такое у нас законотворчество. Собственно, не будь этого закона, я думаю, что митрополит Новосибирский и Бердский Тихон не обратился бы в прокуратуру и тем более
Там вообще там курьез на курьезе, а самое главное, от этого выиграл человек с очень сомнительным бэкграундом, сомнительной репутацией. То есть проиграли все, проиграл народ новосибирский, зрители потенциальные, проиграли Местрич, проиграл режиссер Кулябин, выиграл Кехман. Ну, понимаете, очень странно. И вот совсем недавно, буквально вчера, мы стали свидетелями того, что представитель фракции коммунистов Госсовета Республики Татарстан подал жалобу, подал тоже для дальнейшего разбирательства по поводу оперы «Джали». То есть, видимо, Кехману мало двух театров, и вполне возможно, скоро он возглавит третий. Это я, конечно, беру в кавычки, но тем не менее, время, в котором мы живем, оно очень тревожное, оно очень напоминает охоту на ведьм и совершенно невинные вещи. Также вчера был изъят роман в картинках «Антифашистский Маус» из-за содержащейся в нем свастики. То есть этого я вообще понять не могу. То есть получается, по логике этих людей, которые осуществляют наезды на театры, то есть теперь гитлеровцы должны на сцене либо в кино появляться в советской форме, с советскими знаками различий. Вот это все порождает очень нервный фон для деятелей искусства, для деятелей театра. И, конечно же, мы, деятели театра, очень обеспокоены всем этим. Мы не можем противостоять этому иначе, как в рамках действующего законодательства, и кроме как в формате общественной дискуссии. И я не знаю, насколько я превысил, не довысил регламент. Сколько минут? Еще 1 минута. И я призываю вас, друзья, и моего уважаемого оппонента, я сразу скажу, у нас с Рустамом Батровым человек глубоко уважаемый, у нас с ним нет каких-то фундаментальных противоречий, но тем не менее, я как человек светский, мы здесь вдвоем, я как человек светский, для меня, в общем-то, мир религиозных людей, в частности, мусульманской уммы, их отношение к тому или иному, какому-то, к тем или иным спорным моментам в кинематографе или в театральном искусстве, мне, конечно, самому очень интересно, и хочется тоже прояснить, чтобы мой уважаемый оппонент прояснил, насколько это возможно, вот эту позицию. Вот. Я призываю вас активно участвовать в дискуссии, мы будем стараться отвечать на любые вопросы, и все-таки я считаю, что нет, последнее, что я скажу, это то, что не может быть цензуры извне по отношению к искусству. Цензура может быть, я не назову это цензурой, это некое самоограничение, когда художник, в общем-то, понимает, что есть какие-то темы, нельзя там ерничать на тему Холокоста, хотя, как мне известно, в самом Израиле эту тему уже давно поднимают, и тоже люди пытаются, смеясь, некоторые люди, часть общества, преодолеть это, и не все это понимают. Я призываю вас активно участвовать в дискуссии, и мы постараемся, чтобы этот вечер прошел полезно и интересно. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые земляки, гости сегодняшнего мероприятия. Но я свою позицию хотел бы, если в 2 словах ее обозначить, это идея справедливости, равных возможностей и стремление такой к свободе, отказ от гегемонии кого бы то ни было. И сейчас попробую пояснить, о чем идет речь. Вот часто, когда возникает подобная тема запретов, значит, в театре, в искусстве, когда приглашают религиозных людей, но обычно говорят о нравственных категориях, значит, о каких-то там моральных ограничениях, и, в принципе, вот Нияз Эфенди, он отчасти затронул эту проблему. Но я бы хотел призывать вас посмотреть на тот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, с другой стороны. Во-первых, мы должны для себя разграничить театры частные и государственные. В частном театре, безусловно, намного больше свободы, больше возможностей для проявления значит, своих там, каких-то внутренних порывов. И если говорить о том, что нет цензуры, но все-таки внешняя цензура всегда будет и есть. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Это уже давно известная классика. То есть есть, например, ограничения законодательные. То есть закон — это минимум морали,
это, значит, тот обруч, который нас стягивает в некое единое сообщество, то выражение некого общественного договора, консенсуса, который, собственно, и скрепляет нашу страну, скрепляет наше общество. И выходить за рамки закона, за рамки вот этого общественного договора просто нельзя. Нельзя на сцене театра, значит, пропагандировать, допустим, педофилию, да, или вот хотя не Свете говорит, что там законы сейчас такие принимаются, но у нас есть закон о запрете пропаганды, значит, нетрадиционной ориентации, да, нельзя людей провоцировать на самоубийство, на наркотики, на убийство и так далее. То есть понятно, я думаю, что здесь все с этим согласны, что все-таки ограничения, они есть, и они нормальны, они нужны, потому что говорить о том, что нет ограничений, это значит не признавать силу искусства. То есть это может говорить только тот писатель или деятель, который там работает в стол и не верит в то, что его творчество может изменить мир. Но тот, кто понимает силу искусства, понимает его стратегическую силу, то, конечно же, тот осознает, что, будучи мощным оружием, ну, нужно понимать, это по сути ядерное такое идеологическое оружие. Понятно, что здесь будет масса ограничений. И вот какие эти ограничения, я уже сказал. Но это как бы общие принципы, я думаю, с ними, наверное, все будут согласны. Но мне бы хотелось сказать о государственном театре. То есть, и тем более мой оппонент представляет все-таки государственный театр. Вот все эти дискуссии по поводу Тангейзера и прочего возникают из-за того, что на самом деле мы пытаемся определить роль общественного театра и пытаемся ответить на вопрос, кому он принадлежит. Да? То есть мы говорим, что общественный театр, он государственный, то есть он содержится на налоги всех налогоплательщиков. И в этом смысле я являюсь одним из совладельцев театра «Камал», как и вы, как и все присутствующие. А посредственно через государство мы на свои налоги, мы хозяева этого театра. И естественно мы, представляя разные мировоззрения, представляя разные, значит, идеологии, разные жизненные позиции, мы имеем право формировать повестку дня, формировать содержание того, за что мы платим кровные собственные деньги. И когда говорят, и вот не я Сикенди тоже это употребил, нападки клерикалов. Но я бы не так ставил вопрос. Я бы говорил, ну почему нападки клерикалов? Театр — это общественное пространство. Извините, но там есть и мой кусочек доли. И когда мы видим, что есть тенденция определенных деятелей культуры захватить театр, допустим, светские люди, атеисты, не всегда. У меня, кстати, к театру «Камал» мало претензий в этом смысле, но есть такие стремления, то есть они пытаются как бы навязывать, находясь в общественном пространстве, пытаются навязывать всем свою позицию. Да? То есть меня это возмущает. Почему только одно мировоззрение должно доминировать над всеми остальными? Сегодня мы живем в такое время, когда все общество, по сути, рассыпается на субкультуры. И религия сегодня это тоже одна из многих субкультур, в которых мы варимся. И почему, например, и я вот себе там иногда задаю вопрос, вот чем мое мировоззрение лучше, чем мировоззрение моего соседа по лестничной площадке? Чем я лучше? Я его не лучше и не хуже. Я верю, у меня есть свои принципы, есть свои убеждения и так далее. Но почему, когда мы справедливо говорим об этом нам говорят, вы вмешиваетесь в творчество, вы вмешиваетесь в пространство. Вот я религиозный человек, но я системно и принципиально отстаиваю светскую позицию, как пространство нейтральное для всех. То же самое происходит у нас и в других вопросах. Вот мне, как члену общественной палаты, периодически приходит рассматривать, заниматься делами, когда нашим гражданам их пытаются дискриминировать по религиозному принципу. Им запрещают носить платки. То есть одевайся как хочешь, но в соответствии с своими убеждениями вот ты не можешь. То есть это попытка доминировать, значит, над другим мировоззрением. То есть попытка им навязать свою картину мира, что просто возмутительно. И мы с этим боремся. Слава Богу, в республике у нас в этом смысле таких особых проблем нет, но в других регионах это происходит. Вплоть до того, что кто-то там лишается работы, кому-то запрещают, студентам запрещают ходить в университеты. То есть вот представьте, вот вы пришли в джинсах, вам говорят, вы не можете. Там, значит, туннели себе там в ушах имеют право, значит, всякие пирсинги и прочее там имеют право, там, мини-юбки имеют право одевать, а вот девушка в платке не имеет права одеваться. Это, дескать, нарушение светскости. На самом деле это не нарушение светскости. Светскость — это конфессионально-нейтральное пространство, где каждый может выражать себя. И в этом смысле театр должен быть светским.
Светским, то есть предоставлять площадку для всех. Вот мы здесь собрались, кто-то пришел в платке, кто-то пришел без платка, кто-то пришел в мини-юбке. И это и есть общественное пространство. И если театр принадлежит всем, то, с чего я начал, то, соответственно, и репертуар его должен. Почему, например, там высказывается позиция, допустим, только светская? Почему верующие люди не могут тоже озвучить свою позицию? Давайте сделаем халяльный спектакль. Да? То есть пусть девушки, пусть каждое сообщество формирует, участвует в сотворении вот этого общественного пространства. И коль скоро искусство, оно призвано, в принципе, экспериментировать, оно призвано через вот эти эксперименты, значит, моделировать некие новые, значит, алгоритмы жизни. То есть, по сути, оно прорубает путь в будущее, да? То есть оно ломает стереотипы, оно ломает какие-то закостеневшие догмы. Вот в этой игре пытается нащупать путь в будущее. И мне кажется, вот это будущее, оно сегодня вот раскрывается у нас в социальных сетях. Вот это прообраз того, что нас, мне кажется, ждет. Что такое социальные сети? Здесь нет единого потока, нет, здесь каждый заходит в то сообщество, в которое ему нравится. Он зашел в одну группу, в другую, откуда-то вышел и так далее. Вот театр должен быть некой такой социальной сетью, нейтральной площадкой, где каждый может его арендовать. Захотели мусульмане выразить свою позицию, вот они сделали свой спектакль. Захотели, значит, православные, выразили свою. Захотели, значит, атеисты там поставить тангейзер. Ну и поставили они свой тангейзер, да, там. Везде идет предупреждение, там, плюс 18, плюс 16, такой-то, и тогда это будет справедливо. А сейчас с меня деньги берут, да, я как налогоплательщик это оплачиваю, но при этом, как бы, сидит каста, значит, одной субкультуры, которая, по сути, пытается доминировать на вес. Даже вот в Фейсбуке, когда выложили дискуссию, здесь Изольда Осокина, значит, написал такой комментарий. А религиозные деятели какое отношение имеют к театру и уж тем более к обсуждению? То есть нам даже высказываться и говорить по этому поводу нельзя. Что, как бы, я считаю... Ваше время заканчивается. Я решила сама контролировать время. А нет, ну вы сказали за минуту, да, то есть... Да, у вас минута осталась. Хорошо, вот. И моя позиция заключается в том, что мы все равны. Никто из нас не лучше, у всех есть свои представления об этой жизни. И коль скоро мы хотим построить общество, где бы все жили в равноправии, в равных возможностях, и коль скоро театр – это общественное пространство, здесь должен быть голос услышан всех. А до тех пор, пока это не произойдет, мы так и будем бодаться за место царя горы, спихнуть, то есть и так и будут порождаться эти конфликты. Мне кажется, это наиболее верная позиция. Но, повторюсь, у меня к театру Камал здесь меньше претензий. С одной стороны, есть там Альмандар из Аль-Дармыш, там Зайгаршаль, но с другой стороны, есть Мухлиса Буби, где религиозные там деятели очень в таком хорошем свете показывают. То есть здесь, как бы, в принципе, репертуар он так выдержан на все вкусы. Но, говоря в общем, я считаю, что сегодня мы видим засилье, значит, одной мировоззренческой позиции и дискриминацию, в том числе и религиозных сообществ. Спасибо большое. Перейдем тогда к вопросам. Да. Нет, Нет, мы договорились велика. Давайте я первый задам, да. Давайте через раз, не два подряд вопроса. мы через раз так Да. Ну, если, значит, вот, если вы говорите про внутреннюю цензуру, про отсутствие внешней, да, то есть про такую свободу творчества, и, в принципе, идея свободы творчества мне тоже, конечно, близка. Ну вот, значит, есть такие произведения, ну, в принципе, искусства, высокопрофессиональные произведения, как, значит, пропагандистские ролики так называемого исламского государства, ИГИЛ. Вот мы в духовном управлении, значит, сами делаем социальную рекламу, посвященную исламу. Я как бы в эту тему немножко погружен. Я вижу, что там очень профессионально работают. Люди творят, это профессионалы, это режиссеры. Ну, это не театр в данном случае, но, в принципе, там, скорее всего, и театр, только перед камерой. То есть, и вот, ну, как бы, то есть, они движутся внутренними убеждениями, они движутся внутренними возможностями, то есть, внутренними какими-то там идеалами. То есть, и как вы считаете, вот в контексте такой, значит, отсутствия внешней цензуры, то есть, имеет ли право театр
ну, скажем так, поставить такую пьесу, в результате которой сотни тысяч европейцев, россиян поедут, значит, вот в это кровавое месиво и вот в эту, значит, обитель сатаны. Обитель сатаны – это оценочная Это категория. идея. У меня будет очень короткий, простой ответ. Вы, по-моему, задавая мне этот вопрос и приводя пример ИГИЛ и их пропагандистских роликов, я, кстати, несколько видел, то есть немножко понимаю, о чем вы говорите. Я считаю, вы путаете, либо путаете, я очень надеюсь, что путаете, либо намеренно подменяете понятия. Пропаганда, использующая средства выразительности театральные или киношные, она не является искусством, не является творчеством. Потому что, на мой взгляд, в основе любого творчества, в основе любого искусства лежит фундаментальный принцип гуманности. Даже если пишет произведение, ну неважно какое, мизантроп, а мы знаем очень многие, очень великий поэт Лермонтов был очень крайне в обществе, был крайне непринимаемым обществом и все время его дразнил, дерзил, и вообще многие романтики, и немецкие, и русские, и английские, с ними сложно было находиться в общежитии. Тем не менее, они творили, это фундаментальный принцип творчества. Любое искусство, оно не топчет добро, оно утверждает наоборот, может быть, через демонстрацию каких-то отрицательных сторон жизни, оно все равно демонстрирует и учит, как бы это избито не звучало, доброе, вечное и прочее. А вот когда пропагандисты используют всякого рода приемы в своих целях узкокорыстных, мы же понимаем, что их цель это НЛП, мы же понимаем, что их цель это воздействие на умы. И здесь нет искренности, то, что сопутствует любому творчеству. Невозможно, не веря в Бога, написать Сикстинскую Мадонну. Невозможно, не веря в Бога, написать братьев Карамазовых. И даже споря с Богом, даже невозможно, не веря в Бога, сказать «Бог умер», потому что ничто не умирает. Ницше, говоря «Бог умер», мне кажется, был гораздо менее атеистичный, чем люди, которые его трактовали по-своему. Даже через отрицание. Отрицательный прием. Извините. Вот, как я смог. Ваш вопрос. Мой вопрос. Вот у меня вопрос по вашей специфике. Очень много всякого, когда я стал клерикалом, я не имел в виду, скажем так, религиозных, я имел в виду людей, скорее, которые используют некие церковные, религиозные догматы в своих узкокорыстных целях. Вот что я имел в виду, и такие люди есть. Просто быстрее. Очень много нападок на театр со стороны православных священников, даже не священников, а скорее неофитов, скорее очень адептов этой религии. И тем не менее, мусульманская умма, я ни разу не слышал, у нас несколько мусульманских республик, регионов, чтобы она предъявляла свои претензии к театральным постановкам. То есть очень умеренные какие-то претензии, которые ни во что не выливаются, а находятся в формате дискуссии. Кому-то что-то не понравилось, например, Рустам Батров пишет о Курбан-романе Салавата Юзеева, это формат общественной дискуссии. Вас же не понуждает это, например, к примеру, обратиться в следственный орган или в прокуратуру. Как вы думаете, с чем это связано? Вообще-то мусульмане, конечно, некоторые спектакли возмущают. Вот когда на бизнес онлайн там стали собирать средства на мультфильм по как раз Аль-Мандару, этому из Аль-Дармыша, да. То есть ко мне несколько человек подходили, почему вы молчите, почему вы, там, дескать, издевательство над верой, требовали от нас, как от духовного управления, инициировать какие-то акции. Я просто понимал, что я повторюсь, у меня к театру Камала нет претензий, потому что есть и спектакли, которые очень близки мне. Но в то же время там действительно многие верующие видят такое издевательство, то есть это такой атовизм советской пропаганды. Да, то есть когда, что-то там дурит ангела смерти, водкой спаивает и все в таком. Вроде так, он с вашей позиции общечеловеческой, такой жизнеутверждающей, а на самом деле, верующие его воспринимают как, такую издевку и
Значит, но я, честно говоря, не знаю, почему с мусульманской стороны мало таких вот волнений. Может быть потому, что мусульмане, наверное, поскольку вот так называемые светские люди, потому что я, в принципе, тоже светскую позицию отстаиваю, но они как бы узурпировали театр, то есть они говорят, это наше болотце, мы тут вас никого не пускаем. Вот какое отношение к театру имеет религиозный деятель, вообще к осуждению. То есть вот эта позиция, мне кажется, вот оно как бы у нас есть. То есть и мусульмане говорят, хорошо, это ваши там внутренние дела, ваша субкультура, ну и живите там. То есть и в этом смысле, наверное, может быть, с этим связано. Я вот так сейчас экспромтом рассуждаю. То есть, и если бы театр был бы больше открыт и позиционировал к представлению разных точек зрения, больше бы открыт представлению разных мировоззрений, в том числе мусульманской позиции, то тогда бы мусульмане чувствовали, что это, да, театр, они к нему сопричастны, это тоже часть их жизни, их как бы культурного, значит, пространства, и тогда бы они больше вовлекались в это. А сейчас просто вот такая гегемония, такая узурпаторская позиция, она просто отсекает другие слои общества. И поэтому они, наверное, как бы не вовлечены вообще во все эти процессы. Спасибо. Еще по вопросу, да? Ну, я бы, наверное, хотел бы вот узнать, как вот в некоторых европейских странах есть так называемый церковный налог. Церковный налог. То есть люди там при заполнении декларации указывают свою конфессию, свою конфессиональную принадлежность. Если он атеист, значит, если он там мусульманин, значит, там какие-то 0, там сколько-то процентов, которые на духовную сферу уходят, они идут в соответствующие организации. Если он католик, значит, католический, если атеист, но на содержание светских учреждений культуры. Вот сейчас, не кажется ли вам, что верующие находятся под таким двойным налогообложением? С одной стороны, они должны содержать храмы, то есть с частных пожертв приходить и содержать. С другой стороны, из их налог содержат, значит, как бы светские учреждения культуры. То есть справедливо ли это? Да, такой вот полуриторический вопрос. И не нужно ли как бы тоже религиозное сообщество допускать к их собственным владениям как налогоплательщиков, то есть к формированию содержания репертуара театра? К сожалению, мы здесь с вами опять не поспорим, потому что на самом деле, на мой взгляд, ваша проблема в том, что я вижу, смотрю где-то по 250 спектаклей в год, а вы, наверное, гораздо меньше. Это не упрек, а напротив, вы смотрите. Но дело в том, что это часть моей профессии, и я вижу очень много того, что вы как-то упускаете, так достаточно активно говоря о том, что люди воцерковленные, мусульмане, они как бы не участвуют в театральном процессе, если так говорить, да? Их интерес не представлен в государственных театрах, то, о чем вы говорите, что абсолютно справедливо. Я считаю, что это не так. Во-первых, например, в Москве есть православный театр «Класс». Во-вторых, я знаю лично очень много, довольно много русских, ну и не только русских, режиссеров верующих. Я знаю, видел много постановок, которые абсолютно отвечают вашим представлениям и разрушают эту концепцию как нечто монолитное. Вот то, что вы говорили тезисно, некая группа, каста захватила светская. Я согласен, здесь есть перегибы, я тоже с вами не спорю. Просто это не совсем так, мягко говоря. И в Обскове, и в Омске, и в Калининграде, и в Хабаровске я видел спектакли, поставленные верующими людьми, и насколько я могу, человек светский, об этом судить, они действительно богоискательские, потому что, в общем-то, и отвечают определенным запросам определенной группы населения, именно верующих. И на них активно ходят те люди, которые не посещают другие театральные постановки. Поэтому я считаю, что эту проблему можно в известном смысле снять. Может быть, в информационном поле она не так активно подается, потому что вы, наверное, все-таки больше читаете, чем смотрите. А вот это только одна проблема. Что касается есть у нас, да, то есть вот просто, да, пример нашего театра, секунду, спектакль «Мухлис и Буби», «Любовь бессмертная», поставил человек, который считает и действительно является мусульманином, и для него это абсолютно близко. Нельзя заставить
то, что вы говорите, справедливо, но нельзя заставить человека, не то что неверующего, не активно участвующего в жизни тому или церковной общины, ставить спектакли на потребу. Мне кажется, из этого ничего хорошего не выйдет. Как я говорил и утверждаю, искусство — это всегда искренний процесс. Это акт сотворчества, а творец у нас понятно кто. Так что искусство, оно вполне себе религиозно по своему фундаментальному принципу. И у меня вопрос к вам, если позволите. Немножечко отойдя от современного театра, я бы хотел вас прокомментировать даже, высказать вашу точку зрения как некий обобщенный опыт, опять-таки, видного представителя мусульманской уммы о так называемом акционизме. То есть, например, случай с Pussy Riot, либо, значит, художник, который приколачивает свою мошонку к брусчатке Красной площади, либо, значит, подобного рода явления, либо группа Фемен, которая активно там оголяет свои, то есть в основном демонстрирует свои прелести, поддержку или в отрицании чего-либо. Почему я спрашиваю? Потому что на фундаментальном уровне это тоже является зрелищем, и местами это тоже довольно искренне. Я не думаю, что, например, девочки из Pussy Riot, они по указке Госдепа это делали. Это может быть глупость, но это искренняя глупость. Не могли бы вы прокомментировать вот такого рода направления в современном искусстве? Общий нравственный принцип «не делай другому то, чтобы не хотел, чтобы делать себе», в принципе, мне кажется, его никто не отменял. Это золотое правило этики. И проблема Pussy Riot, она заключается в том, что они, в принципе, вторглись в частное пространство. То есть, если бы, то есть, и в этом, собственно, основа конфликта. То есть, если они, значит, то есть, они вторглись в пространство верующих, то есть, это частная, она как бы масштабная, но, в принципе, это пространство, которое принадлежит конкретной конфессии. И этого они не имеют права. Как никто не может вторгаться в ваш дом, то есть точно так же задать можно вопрос, может ли там вот эта группа, значит, засовывать там курицу в одно место, значит, делает у вас дома. То есть это тоже ваше частное пространство. Вы имеете право, значит, не пускать там незваных гостей. Вот, поэтому я считаю, что если они где-то там закрыты, где-то там своих там, это их дела. То есть, но они пришли к людям в их дом и, значит, делали непотребные вещи. Вот, и поэтому, мне кажется, это не столько даже искусство, сколько провокация. Вот, и поэтому, хотя я бы вот лично не стал бы такую жесткую позицию к ним занимать. Вот у нас был случай, я до переезда в Казань Ярославль служил, у нас было нападение скинхедов, бутылку с сжигательной смесью кидали. На второй раз их поймали, вот, и в суде там позиция определялась нами, как потерпевшей стороне, потому что ущерба не было нанесено, по сути, это как оскорбление было. И, значит, тут посоветовавшись с Акалами, значит, я делал обращение, пошел в суд, сказал: отпустите, дайте минимальное наказание, простите, только мы не держим на них зла. И каково было мое удивление, через несколько, там, буквально через неделю, через 2 недели, вот один из этих парней позвонил в мечеть и говорит, значит, Артем, он был студентом художественного училища, он нарисовал мечеть своей рукой, в пятничную молитву пришел, и вот, глядя в глаза верующих, попросил прощения и сказал, то есть, и мы, по сути, его спасли от тюрьмы, спасли от жизни, и, значит, то есть он изменил свое отношение к мусульманам. То есть, вот, я бы не стал их жестко так, вот, лично я, но они, мне кажется, конечно, были абсолютно неправы. Спасибо. Да, наверное, стоит перейти к вопросам из зала, если кто. Представляете, что У меня такое вот, может быть, обобщение, да, то есть, мы сейчас говорим о искусстве театральном, да, то есть, и если посмотреть на современное общество, какую нишу занимает театр, да, очень маленькую на самом деле. То есть все мои знакомые, все, кого я знаю, большую часть времени проводят в кинотеатрах, да, и именно это удовлетворяет культурной потребности. Интернет уже, да, то есть имеет все возможности там YouTube, да, смотреть.
И театр сейчас стал очень таким нишевым продуктом, да, который сейчас на самом деле мало кого интересует, там есть своя публика, ходит туда, смотрит, там, может быть, да, то есть, ну, не так много людей этим занимаются. Второй тезис, то, что на самом деле, вот, как бы, фангейзер, да, то есть, какие-то, может быть, несет признаки современного искусства, да, то есть, которое, на самом деле, себя реализовало уже в 20 веке, да, то есть, если берем искусство авангард, да, разрывать шаблоны, да, то есть, это вот разрыв шаблонов, это, весь 20 век этим искусство занималось, и уже сейчас мы даже не представляем, что еще можно, как можно плюнуть там, в лицо общественного вкуса, да, что еще можно сделать, да, уже не представим. И вот прекрасный случай появляются клерикалы и бросают такой отличный повод, да, то есть сказать, что вот мы боремся за свободу, мы защищаем там свободу. То есть, мне кажется, здесь какая-то есть эксплуатация такая этой темы, да, что вы, ну, там, пиарите себя, да, потому что, ну, мы театр, да, вот мы есть, мы боремся за права человека. Иначе что-то, ну, может быть, вас вы забыли, да, то есть вы так появляетесь в медийной строчке, там, да, и вот, и в то же самое реально и клерикалы, там, да, или, допустим, церковники, верующие люди, тоже имеют возможность дать выразить себя, что вот мы позиционируем так себя в обществе. Поэтому, мне кажется, эта ситуация, которая сейчас обсуждается, она вот в данном контексте современном, да, она обоюдовыигрышная, да, в медийном плане, потому что и те получают бонусы, может быть, там, вроде как негативные, но в своем сообществе достаточно позитивные бонусы. Спасибо. Нам надо прокомментировать. Да, ну как-то вот ваш комментарий, пожалуйста. Ну, я здесь согласен с тем, что вот сегодня плюнуть, значит, там, попали в МЛО, это, в принципе, для этого геройства особого не надо. Вызывает, наверное, искреннее уважение те борцы за свободу мысли, которые в средние века возвышали голос правды, значит, которые в традиционалистских обществах, и, значит, когда вот тот же Пусирай, значит, устроили свою вакханалию в храме Христа Спасителя, мне понравилось изречение Михалкова, пусть бы они то же самое сделали в Чечне, да, то есть в мечети. То есть, и много, вот, когда вот эти псевдопровокации, на самом деле я здесь согласен, что как бы религия это по сути тоже сегодня одна из субкультур, она не имеет такого доминирующего, значит, значения, и поэтому как бы многие, значит, как бы вот эти все эти провокации, это на самом деле слабость духа и просто они пинают слабого, по большому счету. И второй бы момент я хотел бы отметить, то что вот эти издевательства над, вот когда говорят оскорбление чувств верующих, да, вот эти все эти провокации, то есть мне, честно говоря, не очень это нравится вот это выражение. На самом деле у нас у всех есть чувства. Но вот, например, вот какой-нибудь стёб сделали бы над темой Великой Отечественной войны, да, вот. Но у всех у нас есть какие-то ценности, над, не знаю, там, над родной мамой человека, да, то есть у каждого из нас есть какие-то ценности, которые, ну, нельзя стебать их, и нельзя над ними измываться. И у верующих эти ценности в том числе связаны с Богом, с религией и так далее. И когда вот эти все провокации случаются, ну, надо просто ставить перед людьми зеркало и говорить, ну вот если бы твои жизненные, глубинные ценности были бы задеты, бы оплеваны, обсмеяны, значит, обруганы, как бы ты бы это воспринимал. То есть свобода каждого из нас заканчивается перед носом другого, и поэтому это всегда нужно помнить. Ну, я хочу прокомментировать. Во-первых, необходимо все-таки, я вас всех зову к диалогу, всех зову в театры, не в театр, там, Камал, в театры вообще, и призываю учить матчасть. На самом деле есть сайт Министерства культуры, достаточно честная информация, которая свидетельствует, что за последние годы интерес к театральному искусству количественно, я не говорю о качестве, количественно вырос в 4,8 раз по сравнению с 90-ми годами. Это раз. Второе, он вырос в 1,8 раз по сравнению с советскими годами. Ну, возможно, за счет открытия новых театров. И тут как бы сложно всю динамику процесса, потому что это была другая страна. И нельзя сказать, что сегодня театр занимает нишевое пространство. Как вы видите, нападки людей, а я до сих пор считаю, что это нападки и обвинения Тангейзера, они не просто безосновательны, они преступны. Люди, которые, особенно, я считаю, в нашем обществе, люди, которые не видели, даже не прочитали никакую
более или менее внятную статью об этом спектакле людей, тех, кто видел, профессионалов, говорят, вот Тангейзер то-то. А что, собственно, там в Тангейзере происходит? Такого, что оскорбляет чувство верующих? Да ничего. Это религиозный спектакль, на самом деле. Человек, грешник, у которого на стене висит плакат, который является репликой к фильму Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта», там такая же, это реплика к фильму, между ног обнаженной женщины мужчина, напоминающий позу Христа. Но он в конце приходит к раскаянию, Тангейзер, и наоборот к вере в Бога. И это удивительно, на самом деле, как, тем более во время Великого Поста, ни один истинно верующий христианин, а именно в дни Великого Поста состоялись 3 премьеры спектакля Тангейзера, и видеть не мог. Это абсолютный фейк. Выбросите из головы, пожалуйста, слово Тангейзер, когда, я понимаю, вот пусть рай, да, это кощунство в каком-то смысле, это оскорбление чувств верующих, но не Тангейзер. Это спланированная акция и так далее. Теперь, что касается, поэтому я считаю, что театр сейчас на подъеме. И по республиканским театрам у меня есть данные. Тоже рост и по сравнению с нулевыми, и по сравнению с 90-ми годами. Сильный рост, правда. Мы это видим на своем примере. Не только на своем, на примере наших коллег. Вот, собственно, поэтому, второй момент, я считаю, что да, выгодно. Есть такой театральный критик, театральный деятель Артур Соломонов. Да, он просто написал книгу «Театральная история», где как раз и рассказывается о том, очень рекомендую вам ее прочесть, как церковь рвется в театр, а театр рвется в церковь. Это художественное произведение. Да, у меня Рустам Батов, можно? У меня вопрос Рустам Батов, я надеюсь, что я смогу его сформулировать правильно. Меня зовут Айгуль. В самом начале вашего выступления, в самом первом докладе, выступлении, да, вы сказали о том, что в любом случае существуют некие базовые принципы, которым театр не может призывать. Да, и киноискусство и так далее. То есть мы не можем призвать к убийству, к самоубийству и так далее. Вы все это перечислили, правильно, да, я понимаю? Но да, вопрос возникает в другом. Также вы сказали, нельзя стебаться там, не знаю, над мамой, над войной и так далее. Но кто же судьи? Как я могу понять, что это стёб? Потому что то, что сказал не я, вот этот плакат, для кого-то это стёб, для кого-то это издевательство, для кого-то это призыв к убийству. Да, для меня это абсолютно не стёб, для меня это не призыв к убийству. Я смотрела один спектакль в Союзе театральных деятелей на молодежном форуме, который меня поразил просто до глубины души, и в том смысле, что это было абсолютно стёб над войной. Потом было обсуждение всей московской молодежи, которая сказала: офигеть, это такой шикарный спектакль, который говорит, что война это так здорово, а для меня это был просто шок. Я думала, что это просто кошмар, как можно так стебаться над Великой Отечественной войной и так далее. Тогда как это определить, как понять, пожалуйста, ваше мнение? Ну, самая простая формальная рамка у нас закон, то есть, который все-таки худо-бедно выражает некий общественный консенсус на сегодняшний день. То есть, и это тот критерий, чего можно делать, чего нельзя. И закон, я считаю, действительно, это минимум морали, потому что, в отличие от каких-то там абстрактных моральных категорий, закон все-таки имеет склонность к исполнению. Вот, и поэтому это действительно, это даже не минимум, а максимум морали, как некоторые юристы говорят. Вот. А второе, вот то, что вы когда ставите вопрос судьи кто, это проблема того, что театр никак не перестроится, значит, в новый формат общества. То есть мы расползаемся по субкультурам, а театр пытается, значит, играть роль общественного пространства. То есть, в закрытом пространстве делать человек может, соответственно, своими вот дома вы можете делать все, что вам придет в голову. Хоть голыми ходите, хоть на ушах стойте, понимаете? То есть это ваше личное пространство, личное измерение. То есть я не призываю, я не призываю судить других. Я призываю к тому, чтобы пусть у каждого будет свой уголочек. То есть и не надо, то есть надо отказаться от гегемонии кого бы то ни было в театре, да, то есть и позволить каждому, пусть театр станет таким нейтральным пространством, которое каждый арендует на какое-то время. Тогда эта проблема сама отпадет. Кто будет судить? Ну, собрались любители, значит, там, я не знаю,
там собрались православные, поставили свой спектакль. Кому православные дела не нравятся, он просто не пойдет там, на это, там будет предупреждение. Собрались почитатели макаронного бога, да, как Ричард Докинс издевательственно называет там, религию. То есть пусть они там в своем кругу общаются, то есть это их внутреннее дело. И тогда это, а поскольку мы, как бы у нас сидит вот эта идея того, что да, кто-то должен быть царем горы, то есть и соответственно вот возникает этот конфликт. Он свидетельствует того, что театр, то есть общество переживает определенный кризис, переструктурируется заново, но театр не вписывается в новую модель общества. Там вопрос от девушки. У меня все-таки не было тогда вопроса, я как понимаю. У меня такое замечание, наверное, вопрос. Вот мы говорим о некой статической картинке, да, о том, к чему мы сейчас пришли. А эта картинка идеальная, то есть мы никуда не собираемся идти. Вот вы говорите о том, что театр можно превратить в какое-то пристанище для тех, у кого есть деньги его снять. Но ведь это же, по сути, разрушение общества. Это разрушение культуры. Не каждая субкультура служит укреплению государства. Уравнивать религию, вот наши, да, основные монотеистические религии уравнивать с какими-то там культами, но это же недопустимо. И вы же, как вот люди, которые это хорошо понимают, да, что такое религия. Религия служит для того, чтобы люди объединялись, для того, чтобы люди, она ведет к спасению, да, я далеко не самый религиозный человек наверняка здесь, но просто я не могу про это слышать, просто потому что культура, во-первых, формировалась как культура табу. А мы приходим к постмодернизму, мы приходим к смерти автора, как писал Фуко. То есть мы приходим к полной безответственности всех перед всеми. И рамкам закона весьма абстрактно, потому что действительно в законе невозможно прописать всего. Тем более невозможно прописать моральные категории, понимаете? То есть плевок в лицо – это оскорбление, но по сути он не наносит никаких физических повреждений. Также и плевок вот в это вот святое, как его померить? Но это же, вы же понимаете, что это такие вот уловки в плане того, что вы не говорите о том, к каким целям мы идем. Если мы идем к укреплению государства, к более культурному, моральному обществу, это одно. Если мы идем по пути Европы, да, то есть к легализации однополых браков, я не знаю, к каким-то вакханалиям, но это совсем другое. То есть как бы мы должны определиться с консенсусом тогда, с рамками этого самого дискурса. Мы же не можем смешивать все воедино. Вот поэтому мы и говорим, да, о том, что что-то недопустимо в театре, а что-то, не знаю, там вообще невозможно. Ну просто давайте тогда определимся. Да, я забыла представиться, голос Елена, движение сотворения. А мы это кто? Вот вы говорите, мы должны. Мы это кто? Мы это общество, да, связаны до сих пор с тем, что у нас есть гражданство Российской Федерации. Да, у нас есть Конституция Российской Федерации. У нас есть наследие, у нас есть история. У нас есть Российская Федерация как преемник Советского Союза, а Советский Союз как преемник Российской империи. Вот как раз в таком контексте возникает, по сути, кто. То есть сейчас, мне кажется, общество переживает такие фундаментальные изменения. То есть и попытаться всех запихнуть в один шаблон, то есть мы пытаемся, мы это делаем, но все эти общие скрепы, они трещат по швам в определенном смысле. То есть вот та же проблема хиджабов это вскрывает как ничто другое. То есть, да, то есть та же проблема, когда в Европе там пишут родитель 1, родитель 2, пытаясь как бы запихнуть туда, значит, людей нетрадиционной, это уже начинает оскорблять людей традиционной ориентации. То есть кому-то не нравится, что там рядом девушка в платке сидит, девушка в платке тоже хочет учиться в университете. То есть и это уже по факту происходит. То есть, ну как бы и нравится нам он, не нравится, то есть мы можем это тормозить, мы можем как бы, но мне кажется, все вот эти современные технологии, они существенным образом меняют наше сознание, они меняют наше понимание реальности, меняют понимание действительности. И мы еще с вами такие, как бы, из советского прошлого пришедшие люди, и мы как бы еще не осознаем, что уже, по сути, новая реальность, она уже вот витает, она уже фактически наступила. То есть, и мы, конечно, будем сопротивляться, потому что нам хочется, значит,
да и все люди пытаются как бы свою картину мира как бы считать правильной и так далее. Но по факту, значит, общество расходится по субкультурам, расходится по сообществам, как в этом пространстве скреплять людей, как должно работать государство, как, значит, какие будут механизмы управления. Это большой отдельный вопрос, над которым бьются философы, социологи, культурологи. Это как бы не тема нашей сегодняшней беседы, но по факту это происходит. И вот эти все дискуссии, вот, связанные с религиозными темами, это тоже одно из проявлений того, что у людей, как бы, то есть мы все пытаемся как бы поделить одно общественное пространство, вместо того, чтобы как бы иметь свой уголочек, как бы свое некое свое частное пространство, какое-то свое микросообщество, как в соцсети, какую-то группу. Мы там создали, там между собой общаемся, и можем закрытую группу создать. Вот в соцсети ни у кого нет проблем, по большому счету. Создал закрытое сообщество, объясняешь друг другом, высказываешь свои мнения, все живут мирно и хорошо. И при этом какого-то единого такого ведь новостного потока там нету. Это вот наша реальность. А у нас еще сидят, конечно, эти конвейеры такого мышления. Вот должно быть как бы все единое, для всех, значит, незыблемое. То есть, ну, по факту это ведь не так. То есть, да, с этим можно соглашаться, но театр должен на это реагировать, если он как бы... Иначе просто у нас будут сотрясать конфликты, что, собственно, и происходит. Я позволю себе тоже прокомментировать вот этот вот комментарий. На самом деле, мне кажется, вы как-то так очень обладаете позитивистским сознанием. То, о чем говорит Рустам, то, о чем на самом деле еще в 70-е годы писали Делез и Derrida о ризоме, о ризоматичности культуры, оно действительно сейчас есть. И мне кажется, вы верите в эволюцию культуры, но вы верите в прогресс, а его нет. Понимаете, после Достоевского, после Толстого, после Флабера, после Бальзака, после Чехова случилась та или иная резня, случился 20 век с его Холокостом, с его Второй мировой войной, с его атомным взрывом Хиросимы. Если бы искусство могло влиять на общество, мы бы с вами все пили кипяченую воду, были бы примерными семьянинами и не ругались бы матом и переходили бы улицу только на зеленый свет. Но, увы, не как вот вся история 20 века и 21 века доказывает, постулирует, что, к сожалению, не искусство влияет умами, а искусство способно лишь рефлексировать. И то, что есть в обществе, то фиксирует искусство, если оно хорошее, если оно честное. И если оно фиксирует неприглядную картину для зеркала, то для общества, то тут только вот можно словами Гоголя сказать, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. К сожалению, вот те проблемы, которые вы сказали, они есть. И если вы спрашиваете, куда мы должны идти, я вот лично ничего против однополых браков не имею. Есть они и есть. Ну и что? И на самом деле Европа, о которой у нас так в последнее время принято говорить в уничижительном контексте гей-рока и все такое, она гораздо более традиционная, чем нам в России это кажется. Мы плохо знаем Европу на самом деле. И что ж тут такого? Надо искать точки соприкосновения, искать компромиссы, надо учиться жить в этом сложном многополярном мире. Невозможно пропагандировать то, к чему ты генетически не предрасположен, там, педофилию или гомосексуализм. Как их можно пропагандировать? Это же абсурд. Вот. Поэтому я думаю, что куда будет двигаться общество, туда будет двигаться искусство и театр в частности. Можно молодой человек? Кому? Да вот раньше всех просто. Я отсюда не видно. Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня возник вопрос к теме о частном пространстве. Дело в том, что у придерживающихся каких-либо конфессий оно четко очерчено, можно сказать, где оно начинается. А у атеистов такого частного пространства нет. По крайней мере, у него нет четких границ. А значит, и суживать его можно как угодно. И что в такой ситуации делать атеистам? Какой вопрос?
самом деле вот это деление, ислам тоже, кстати, пропагандирует такой целостный взгляд на мир. Вот эта дихотомия светского, религиозного, мирского там, и церковного, это характерно для западно-христианского мира. То есть в исламе нет, в принципе, такого деления. То есть мир целостен, то есть вся земля — это мечеть, храм, как говорит пророк, да, то есть ты должен везде жить подобающим образом, везде Бог тебя видит. Поэтому это не только касается, значит, атеистов, вот, это касается вообще для всех восточных культур характерно такое вот целостное как бы мировосприятие, в том числе для мусульман характерно. Вот, поэтому как бы ну, верующие с этим уже справляются, то есть они же понимают, что вот мы выходим, то есть есть как бы там, где мечети и прочие, где-то вот площадки, где мы имеем право там распоряжаться, есть действительно общее пространство, ну не только в территориальном смысле, а вообще, то есть где надо подчиняться каким-то общим правилам. То есть я не думаю, что это вопрос только для атеистов, он для всех, то есть и поэтому, да мне кажется, и христиане, наверное, тоже, то есть все равно, выходя за пределы церкви, все равно же он несет в себе веру, несет в себе, значит, какие-то ценности, то есть он придерживается там постных запретов и за пределами храма, и поэтому это как бы для всех касается. И тем не менее модели выработаны, и люди прекрасно себя чувствуют и в общественном пространстве, оставаясь и мусульманами, и православными, и атеистами, и здесь никакой проблемы не возникает. Добрый день, меня зовут Айран. Я бы хотел нас немножко спустить на грешную землю. То есть такой очень интересный идет разговор, но все-таки несколько абстрактно. Есть вполне конкретная ситуация общественно-политическая в нашей стране, которая, собственно, нас здесь с вами собрала. Во-первых, я бы не хотел, хотя не согласиться с тем тезисом, который здесь был высказан, о том, что театр — это такая сугубо нишевая вещь, которая касается там, ну, там, пары десятков, тысяч человек там, по всей стране. Да? Просто в голову пришла одна цифра, скажем, есть у нас такой Мариинский театр в Санкт-Петербурге. У Мариинки есть 3 большие площадки, которые загружены ежедневно, в выходные дни дают по 2 представления, то есть это больше 1000 представлений в год. 1000 помножить на 1000 — это 1 миллион зрителей в год. И поэтому получается, что это один театр в одном единственном городе. То есть идеологический инструмент очень серьезный. Когда ты идешь в Мариинский театр и смотришь, скажем, «Князя Игоря» в постановке там 50 какого-то года, где ты видишь эти шикарные там половецкие пляски с массовыми сценами, то есть ты понимаешь, что такое советский стиль, который восхищал зрителя по всему миру, в том числе и в пресловутой Европе, которой, может, тогда еще такого не было. Ты понимаешь, что это мощнейший идеологический инструмент. И сейчас мы видим, что наше замечательное государство, наш любимый, так сказать, Левиафан, вот он наступает на, в частности, на театральное искусство, пока довольно осторожно, пока в основном через какие-то аффилированные государственные общественные структуры там, и так далее, и так далее. Да? И в связи с этим, собственно, вопрос к обоим участникам этой дискуссии, а, собственно, что будет дальше? То есть тангейзеры — это какой-то частный случай, да? Или же мы пойдем дальше? Будут новые тангейзеры, и, соответственно, будет все больше самоцензуры у режиссеров, да? И будет совершенно иначе восприниматься, в том числе и зрителям, сам спектакль. Вот я, например, поймал себя на мысли, как-то, будучи на одном спектакле, ну, я думаю, что не я, наверное, даже увидел, госпожа Бавари, Андрея Желтого, да, в русском антипризе. Просто там были несколько сцен, которые, вот, ты смотришь и думаешь, а где же православные, так сказать, где хоругвеносцы? Почему они еще не здесь, почему они не ломятся в дверь, там, и так далее, и так далее. И потом я удивился, когда говорю уже с людьми театральными, которые, собственно, профессионально этим занимаются, удивился, что у них, оказывается, такое же мнение. То есть они смотрят спектакль и видят какие-то спорные сцены, и тоже думают, а как вот отнесется та или иная субкультура, та или иная общественная группа, да? Вот к чему мы придем? То есть будет ли государство дальше топтать? Еще может даже отдельно, вот не я за вопрос, как человеку, так сказать, вхожему вот в эти театральные круги, как там эксперту золотой маски, есть ли какое-то общее мнение у театрального сообщества? Что делать? Нужно ли с этим воевать? Нужно ли воевать с министром культуры, да? Как можно ли выиграть в этой войне? Вот такие рассуждения. Спасибо. Я, как внук 3 инвалидов Второй мировой войны,
считаю, что воевать ни с кем не нужно никогда. Я считаю, что нужно всегда уметь договариваться. Нужно выслушивать оппонента. В своей среде, там, в театральной критике российской, я считаю человек, который почему-то может, в принципе, находить точки соприкосновения практически со всеми полюсами. Но театральная критика, театр, все что угодно, театральное сообщество, оно также разобщено, как общество в целом. Это слепок. Культура, искусство всегда слепок с обществом. Поэтому, как дальше будет? Я считаю, я очень пессимистично настроен. Я думаю, что все это приобретет характер системный, и вот обращение коммуниста местного в связи с невинной оперой Джоли и все остальное. Мне кажется, сейчас это будет как грибы после дождя, а придет это все к тому, что молодчики, не умеющие написать диктант без ошибок, будут мотыгами убивать любого, кто умеет грамотно писать и читать. Вот, я думаю, к чему все придет, если мы, общество, не попытаемся этому воспрепятствовать. Потому что пока я вижу движение в сторону культурной революции. И, к сожалению, не в китайском, но в российском, бессмысленном и беспощадном ее варианте. Вот так мне кажется. Но я очень буду рад ошибаться. Ну, в нашей традиции государство всегда же занимало большую роль. Да? Наши византийские все эти государственные традиции, они как бы это предполагают. Но мне кажется, в какой-то перспективе все-таки вот этот контроль, то есть и мы в той или иной форме сейчас возрождаем эту советскую такую идеологическую модель, это не только советская, и раньше такое попытка контролироваться. Но мне кажется, что все-таки, ну, наверное, в России действительно по-другому сложно с такими территориями, как часто об этом говорят. Вот. Но я думаю, что все-таки будет вырабатываться какая-то другая модель управления сообществами, то есть как-то, все-таки мне кажется, по крайней мере в какой-то долгосрочной перспективе, то есть государство будет отпускать вожжи и будет, значит, уходить из идеологической сферы, то есть сводя там, значит, свое присутствие к минимуму. Ну или, может быть, мне там, может быть, хочется в это верить, там, когда считать, что... То есть, ну, пока до этого еще не близко, должно, наверное, вырасти не одно-второе поколение, которое вот уже в совершенно других, значит, ментальных установках смотрят на мир. Вот. Я думаю, что все-таки вот эта идея контролировать всех и вся, в том числе со стороны государства, то есть она будет не спадать на нет, все-таки будет не сходить на нет, и будут выработаны другие механизмы, как управлять обществом, сообществом, как, значит, регулировать общественные отношения. Меня зовут Александр, я журналист государственного радио. Вот, у меня, собственно, вопрос, наверное, скорее к Ниязу. Любые ли средства выразительные хороши, если даже конечная цель это гуманистическая, как вы говорите, да? И второй вопрос, это в самом начале мы как-то так решили, что частные государственные театры, частные отбросили, и говорим как-то больше о государственных, которые общество в целом представляет. Значит ли это, что частный театр какой-нибудь там может существовать? Вот мы сатанисты, собираемся, показываем сатанистский спектакль, вход строго по пропускам, и может ли это быть? Если, начну со второго вопроса. Если вот данная сатанистская секта не заключена законодательством РФ, то я считаю, что да, может, имеет право, почему нет, и тем более, если это частный театр. Но есть у меня деньги, хочу я там пентаграмму рисовать при скоплении народа, ну почему нет? Ну, мы не можем это запретить в обществе светском. Раз. Второй момент относительно частного государства. Здесь как-то на самом деле такая достаточно трюизм, это такая вот на самом деле услугами театрально-зрелищных учреждений, ТЗУ, как их называют в Министерстве культуры, пользуются где-то 10-15% населения, а платят за них все 100%. Кому-то кажется, что это несправедливо. Но это справедливо, потому что
к сожалению, именно эти 10-15%, они, в общем-то, формируют в той или иной степени идеологию общества. Это тот налог, который каждый должен принести. И просто другое дело, что театр должен, каждый театр, и в целом театр, и каждый отдельный коллектив должны максимально, я в этом отношении социалист, они должны максимально идти к зрителю, охватывать все больше категорий населения, работать с разными людьми, которые в театр не ходят традиционно, не только звать к себе, но и идти в народ. Это как бы обязанность театра. Здесь двояко, здесь очень долго можно говорить о социальной ответственности театра. Что можно, любые средства выразительности хороши, если, конечно, не только коммунистические, да, я считаю, да. Если это художественные средства, если это их итог, но если это искреннее искусство, он не может быть другим. Человек все равно самовыражается. Есть очень масса великих книг, я не знаю, кто-то читал Ветхий Завет вообще? Это же страшная книга. Так, вот, если на уровне сюжетский ее воспринимать. Вот там молодой человек, если... Да. Меня зовут Давид. Эрих Фромм говорил, что человека нужно все время тащить вверх. То есть все время нужно задавать планку выше. Если будем ориентироваться на средний какой-то уровень, то человек будет падать. И этой цели, мне кажется, служит театр, и вообще искусство и культура. То есть вы думаете, что искусство вообще не может, что ли, формировать человека? То есть тогда что, театр Камала — это песочница просто большая? Для чего он нужен тогда? Зачем вообще нужно искусство, которое берет и ценности разрушает? Что вы хотите взамен создать? Поскольку театр Камала уже звучал в этом контексте, да, в идеале нам всем кажется, что мы можем на что-то влиять, но жизнь, история человеческой цивилизации покажет, что в глобальном смысле мы влиять не можем. И не обязательно вести за собой, достаточно фиксировать момент. Понимаете? Вы не согласны, возможно, но, понимаете, вести за собой, об этом только говорить легко. Для меня какой-то очень важной картиной в детстве еще являлся фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Когда по крохам эстетическое воспитание зрителей, этическое воспитание зрителей, то, чем мы занимаемся, 100 с лишним лет, наш театр, все это можно разрушить в течение 2-3 сезонов. Понимаете? И это очень опасная вещь. И покрупиться, да, немножко влиять, чуть-чуть, вербовать новых сторонников прекрасного, доброго, разумного, вечного. Но в целом глобально влиять на общество, искусство, мне кажется, не в состоянии. Может быть, я ошибаюсь? Но мне кажется, роль такой деконструкции искусства, она сама по себе очень важна. Это тоже один из путей нас повышения уровня. То есть как искусство, оно экспериментирует, оно пробует различные, то есть на достаточно безопасной территории пробует различные опыты, которые, может быть, даже было бы опасно в реальной жизни делать, но и через это смотрит, что из этого получается, к чему это приводит и так далее. И в этом смысле то, о чем вы говорили, что эта идея деконструкции, разрушение каких-то общепринятых норм, ценностей, то, что нам кажется незыблемыми, вечными ценностями, само по себе это тоже имеет позитивные последствия, потому что отказываясь от каких-то цепей ментальных оков, от этого сознания, в конечном итоге, в том числе через искусство, культура, человечество конструирует какие-то новые картины мира, новые понимания, которые более адекватно отражают меняющуюся действительность. И в этом смысле даже провокационные какие-то и антишаблонные, антидогматические постановки и в целом проявления культуры, они полезны, нужны, и в этом тоже большая роль. Так скажите, что вы конструируете-то? Реальность. Художественное осмысление реальности. Осмысление? Конечно.
Еще вопросы? Давайте, возразить о том, что искусство не влияет на человечество. Цивилизованное человечество около 5000 лет, и раньше ходили с детьми вместе смотреть на площадях публичной казни, там варили людей живьем в масле, да, и это как-то не смущало даже многих, а сейчас все-таки, хоть и вы говорите о ужасах Второй мировой, там, Первой мировой войны, все-таки это потрясает же, реакция же у человечества совершенно другая. Может, все-таки мы позитивно будем все-таки в будущее смотреть и говорить о том, что все-таки искусство влияет, литература, культура великая, какая-то избранная часть, она за собой все-таки, может, тянет. Театр Яхтуловка Нурвалитян, может, все-таки. Хочется думать. Пожалуйста, публичные казни, вон ИГИЛ. Пожалуйста, вон в Перми мусульман вырезают буддисты. Все то же самое. У нас чуть-чуть подогрей еще керосин. И в нашей стране с удовольствием 85% населения будут смотреть, как варят в масле либералов. 86. Микрофон тоже. Ну ладно. Меня зовут Дмитрий, извините, а можно 4 вопроса задать? Или это уже слишком? Вообще, это был последний вопрос, конечно, от вас. Поэтому лучше... Да. Так. Ну, спросим Ну, мне хотелось бы узнать, это может очень глобальный вопрос, напоследок будет, это не я за вопрос. Вот вы сказали, что настоящее искусство всегда коммунистичное и в чем-то религиозно. Правильно я вас понял? Я, может, вы об этом уже сказали, но я, может, просто опоздал и послушал. А тогда каковы критерии отличия настоящего искусства от пропаганды и всего остального? Потому что, например, вот упоминавшийся здесь Михалков уже, как кинорежиссер, кто-то говорит, что это искусство, кто-то смотрит на его последний фильм и говорит, что это не искусство. И можно все-таки еще вдогонку, не я еще один вопрос, и еще два. Насколько захотят, насколько ответят. И второе, вот вы говорите, что есть перекрест, что придут люди с мотыгами. Я так понимаю, что придут люди с мотыгами, что искусство и театр в том числе, если он будет распространяться, это будет как бы, некий заслон. Я правильно понял? Может быть, имеет смысл современному театру как-то поменьше провоцировать этих людей? То есть как-то вернуться к каким-то классическим основам, то есть чтобы они хотя бы Чехова посмотрели в классическом варианте, какой-то там «Вишневый сад», а потом провоцировать уже свою субкультуру. То есть я боюсь, что провокациями мы тех людей, которые потенциальные мотыжники, никак не привлечем к театру. И можно еще вот уставом два вопроса. Один короткий. Вы смотрели «Хаджуна Средина» в Комаровском? Нет, тогда все, один вопрос. Тоже, может быть, если вот какие-то религиозные деятели, они как бы заранее понимают, что тот или иной художник, тот или иной режиссер провокационен, то есть его задача провокация изначально, то, может быть, имеет смысл не обращать на него внимания. Те же Пусси Райт были известны там в своей субкультуре очень-очень немного. Сейчас они знают вся страна, поскольку им дали как-то двушечку вместо 15 суток. Вот. Все тут. Я тут говорил о критериях. Критерий один — искренность. Настоящее подлинное искусство, оно... Почему здесь вот очень много говорилось о том, что религия иногда собой подменяет искусство, искусство подменяет религию. Очень часто они сливаются, очень часто расходятся на противоречии, на поддержку от обратного, как это называют, паузы. Но искренняя вовлеченность в процесс творчества, действительно, желание высказаться, сказать что-то миру, оно не может привести к декоммунистическим, к антигуманным результатам. Искренность. А в случае с Михалковым, я думаю, что там очень высокая мастеровитость, которая невозможно не отметить, мастеровитость. И он действительно большой мастер. И поэтому его нынешнее лукавство некоторыми считывается как искусство, искренность и так далее. Это первый вопрос. Вот. А второй вопрос, что-то как-то... Может быть, театр будет попроще, так сказать, какая-то его часть? Нет, милый мой, ведь театр так попроще. Вот в России 653 государственных драматических театра. Из них сотрясают основы, но от силы штук 10. Остальные никаких не производят движений в сторону там провокаций. Они не провокативны, они вот такого Чехова в целом ставят. Я много езжу, я знаю, правда.
Но дело в том, что нападки идут не только на театр, который провокативный. Там, я понимаю Богомолов, я понимаю Серебренников. Я даже могу отчасти признать, что Кулябин был провокативен в этой постановке, хотя в принципе ему это не присуще. Но когда Копель и Джалиль начинаются какие-то претензии, ну тут все, души свет. Завтра нам придут запрещать Авлада Акбай, деревенский пес Акбай. Ну а что еще ждать? Детский спектакль. Почему нет? Общество защиты животных или еще кто-то, кто хочет пропиариться за счет бренда. Все-таки театр Джалиль это бренд, и это чистый пиар. Вот о чем, вот чего я боюсь. Вы правы, наверное, в такую пору, может быть, театр должен где-то снижать градус провокативности. Но когда просто идут наезды, ну куда уж дальше, просто надо перестать занимать театром и ловить и выращивать бабочек там. Ну, на ваш вопрос, по-моему, я уже ответил. То есть, в принципе, я не считаю, что надо как бы обращать внимание много. Собственно, я это и делаю. То есть, когда было несколько обращений, чтобы мы выступили против, значит, создания мультфильма про этого Альманета, то есть я осознанно не делал. То есть я вот на бизнес онлайн как бы веду там свою колонку, пост, ну, в последнее время, правда, успеваю, но то есть я, хотя там много у меня было статей, связанных именно с культурой, с выставками, значит, с фильмами, с премьерами различными, вот, но здесь я осознанно не поднимал, потому что как бы, я считаю, что это... Мне тоже не нравится вот, сам по себе этот спектакль, ну, мне кажется, ну, сейчас уж не актуально вот эти советские как бы, вот эти атовизмы привносить в нашу жизнь уже. Вот, ну, кто-то там находит общечеловеческие ценности, ну ради бога. Вот, и как бы поэтому мы как бы вот эти не устраиваем вокруг этого, значит, там шествия, и, значит, не бегаем по улицам Казани с криками Аллаху Акбар, значит, пугая там прохожих там, после каких-то там неправильных постановок. Вот, то есть, как бы, я не хочу ограничивать свободу какого-то художника, вот, но единственная просьба, и я уже об этом, в принципе, сегодня говорил, то есть пусть они не ограничат мою свободу, и пусть они своим богоискательством, и, там, своими там, творческими излияниями занимаются, значит, пусть по своей малой и большой творческой нужде ходят не в общественном пространстве, а ходят где-то, значит, в собственном личном клозете. Вот и все. Да, наверное, можно по последние слова, по 2 минуты. Дайте человеку тоже сказать, что Я прошу прощения, я долго сидел, меня зовут Радик, предприниматель. Долго сидел, пока не родился один единственный вопрос, но он состоит из 2 коротких частей. Да, то есть вы уже говорили, я вообще зашел обсуждать именно спектакль Джалиль и что против него думают коммунисты. Ну ладно, дело не в этом. Я тоже налогоплательщик. Я тоже хотел бы на свои деньги смотреть спектакли. Моего деда репрессировали, прадеда раскулачили. Я бы хотел бы смотреть спектакль, в котором Сталин представлен тираном и преступником. Я тоже знаю, что мне это не удастся сейчас, в данный момент, в этой стране. Кто мне помешает? Государство. И, скажем, тоже «Левиафан», который считаю гениальным фильмом, я бы хотел увидеть его в качестве театральной постановки в России. Потому что, ну, можно раскрыть эти образы как-то, может, лучше, по-другому, да? И я точно уверен, что православные активисты, либо православная церковь, они мне не помешают. Вот что мне делать? Есть у нас свобода. Вот, собственно, спасибо. Поехать в Москву, в Гоголь-центре идет спектакль «Мученик» Кирилла Серебренникова, который, пожалуй, по очкам обойдет «Левиафана». Вот. Есть масса других постановок. Отсылаю вас к спектаклям Богомолова, «Идеальный муж» и «Братья Карамазовы» в особенности. Можно посмотреть Гаргантюа и Бадагурей в Театре нации, 2 предыдущих спектакля в МХТ. Ряд других спектаклей, почти каждый второй спектакль театра «Док», каждый там 3-й спектакль театра «Практика». В принципе, можно и про сталинские времена даже в нашем городе, по-моему, не сняли его с репертуара, идет спектакль «Американская шлюха» или «Путешествие с папой алкоголиком». В общем-то, в нашем спектакле в Лесобубе показываются НКВДшники, и хотя впрямую о Сталине там не говорится, но как бы это подразумевается само собой. Для нас это сейчас уже полностью новый тренд. Обеление имени Сталина, обвязывание все оранжево-черными ленточками и превращение этой страшной кровавой войны в некое такое
ну я не знаю, пространство для ряженых, какой-то балаган. Вместо памяти и скорби бряцанье оружием. Ну вот мы так живем, где-то можно посмотреть что-то. Посмотрите фильм «Дурак» Юры Быкова, еще что-то, «Майор». Можно найти свое какое-то пространство, свою личную позицию. Театр «Док» не закрыли еще, просто тоже... Нет, он переехал. Да, там были проблемы, но он переехал в частный театр. Сейчас он находится там по адресу, в общем, в Китай-городе. Не помню точно адрес. Такой вопрос, по-моему, риторический. Есть ли свобода в осознавании? Ну, мне, в принципе, по-моему, все это прозвучало сегодня. Позиция по фильму, по Левиафану позиция и позиция по Сталину. Моя позиция по Сталину? Ну, конечно, неоднозначно. Но Левиафан, конечно, мне вот, честно говоря, я когда смотрел его, у меня супруга с ребенком в больнице лежали, и как дома было скучно, думаю, дай хоть пойду. И так тяжело было на душе. И тут он, конечно, добил там последние, значит, какие-то там проблески надежды. То есть такой тяжелый фильм, но он, в принципе, я не знаю, что вокруг него такой ажиотаж подняли, то есть любую русскую классику почитать, там, изобличается общество не хуже этого. И как бы, я не вижу тут какого-то кощунства. То есть, ну, просто, по-моему, это больше какие-то пиар-акции, чем... То есть это в рамках искусства и в рамках этого. А что касается исторических оценок, ну, здесь у нас история, как известно, то есть у нас непредсказуемое прошлое, то есть и у нас всегда будут разные оценки, это, наверное, банальности какие-то буду говорить, но надо, наверное, видеть и плохое, и хорошее в Сталине, и, конечно, те репрессии, те преступления, которые совершались, это требует своего осуждения, и то, что это будет в искусстве, будет осуждено, я тоже не вижу в этом какой-то проблемы. То есть, ну, мне кажется, в этом нет ничего страшного. То есть мы должны осмысливать и критически осмысливать свое прошлое. Хотя понятно, что никакого консенсуса по этому поводу не будет. Мы вряд ли сможем там коммунистов старых, пожилых переубедить в их взгляде на там, советское прошлое. Ну, это, наверное, какие-то банальности говорю. Просто, извините, просто представителей коммунистов не было, да, здесь. Может, думал, мусульмане тогда за Миргалимова высказаться, просто и другое совсем. Нет, вы уже услышали позицию, зачем? Давайте вот перейдем к финальной заключительной части. Сам, давайте вы первый, потому что меня слышно. Искусство играет, все-таки, мне кажется, важную роль. Оно зеркало общества, оно проводник в будущее, и оно помогает нам осмысливать самих себя, осмысливать свое предназначение и умалять роль этого искусства ни в коей мере не нужно. Но вместе с тем, то есть мы должны понимать, что идеалы справедливости, равноправия это то, что, по моим убеждениям, должно составлять основу общества. Поэтому надо нам искать такие механизмы, которые бы позволяли, значит, встраивать равные отношения друг с другом. То есть и в том числе в сфере культуры, в том числе в сфере искусства. То есть я говорил, сейчас я резюмирую, то есть мне лично не близка позиция, когда кто-то доминирует над другими, кто-то навязывает свою карту, свою картину мира остальным. То есть я бы хотел, чтобы все наши субкультуры, наше сообщество, значит, наши различные группы, социальные группы, чтобы они имели равные возможности вообще по жизни, ну и в том числе, значит, в сфере культуры, в сфере искусства, в том числе на театральных подмостках. Вот. Мне это представляется единственной верной позицией, и только так мы сможем построить
общество, основанное на взаимном уважении, а значит общество, построенное на любви. Мне посчастливилось застать живым выдающегося русского советского драматурга Александра Моисеевича Володина. И, в общем-то, правда, это действительно человек, кто знал его лично, это человек, который был очень искренен в творчестве и в жизни. И у него есть фраза в одной из книг: даже если искусство показывает человека в беде, все равно оно помогает жить. Я считаю, что искусство помогает жить, и чем оно не может не реагировать на больные темы, оно не может не нажимать на болевые точки, оно не может не приносить некоторым людям разочарование, отторжение, потому что, отторгая что-то из искусства, человек прежде всего отторгает что-то свое, что-то глубинное, что ему присуще. И помните фразу Салтыкова-Щедрина, что стали много говорить, что стали много употреблять слово патриотизм, наверное, вероятно, опять проворовались. Вот это все мне напоминает сегодняшнюю нашу картину, к сожалению. Нас пытаются опять привести к блокировке действительности, нас пытаются втиснуть в какие-то рамки. И дай Бог, если было бы так, как говорит мой уважаемый оппонент, что субкультуры, что-то, какая-то гегемония. Нет никакой гегемонии. Я вижу только одну гегемонию. Гегемонию бессмысленности, гегемонию отсутствия логики, гегемонию... Понимаете, в советское время человек мог уйти, например, в изучение древнерусских рукописей, как академик Лихачев. Были лакуны, или там изучать историю народов Тутси в XIV веке до нашей эры, какими-то раскопками. Человек мог уйти от идеологии. Сейчас от идеологии уйти невозможно никуда, потому что идеологии нет. Это и есть ризома, которая превращается в левиафана, которая может себя поглотить. И я считаю, что такого рода дискуссии, кто-то наверняка остался недоволен нашим сегодняшним разговором, кто-то не услышал то, что хотел услышать. Ну что ж, все равно есть форматы временные и прочие, и интеллектуальные форматы, мои во всяком случае. Но, видимо, я не мог быть более полезен вам, чем был. Но тем не менее, вот такого рода дискуссии и любого рода вообще разговоры об искусстве, о жизни, они людей объединяют, они разобщают. Вот. И я все-таки считаю, что искусство должно регулироваться, с одной стороны, моментами общественного договора, и с другой стороны, какими-то внутренними ограничениями художника-творца. Но никак не извне, и никак не с помощью репрессивных методов. А сейчас уже, вы просто не знаете, сколько писем пишут в Министерство культуры Российской Федерации с просьбой, простые люди, граждане, доярки, кочегарки, все мы как в едином порыве, с просьбой образовать цензуру. Они же никто не видел Тангейзера, никто не видел то или иное представление, которое освещается однобоко на страницах печати или там ТВ. И им кажется, что вот прямо театр... Ведь обратите внимание, в обществе формируется определенный тренд, что театр, современный театр, разрушает культуру, разрушает традиционное общество и все прочее. Мне кажется, это очень опасно, потому что культура — это единственная непреложная ценность, это единственное, что не подвергается девальвации временем. Все остальное — это тлен, а только искусство обречено существовать, если это подлинное искусство, обречено существовать в вечности, насколько эта вечность продлится. Спасибо. Спасибо, что пришли.